очень рада вас поприветствовать на очередном краеведческом лектории. И сегодня у нас в гостях известный историк, археолог, кандидат исторических наук. Доктор, знаете, я сама все скажу. Спасибо. Хорошо. Так, Савельева Элеонора Анатольевна, доктор исторических наук, родилась здесь, Серепова Юдина, училась в Свердловске, заканчивала школу в Сибири. После окончания университета вернулась на родную землю, потому что так не могла себе представить жизнь без этого. Так, это вот то, что называется ностальгия, и то, что может кому-то знакомо, кому-то не знакомо. Но я это чувство очень остро ощутила, когда была среди русскоязычного господствующего населения, хотя абсолютно не испытывала никакого дискомфорта. У нас на курсе было 100 человек, так? И я до окончания университета, до того, как уже стала работать, не узнала, что среди нас было много татар, башкир, евреев. То есть абсолютно не было никакой разницы. И мы ее не чувствовали, что среди нас есть какие-то, значит, вот не русские. А когда я заканчивала университет, и когда узнали, что я лечу, то есть еду, какой лечу, тогда я на пароходе вот с таким сундуком, с периной и с подушками, приданным мамой, так, на пароходе, так, ехала, плыла и так далее, потом добралась до пристани, до нашей и так далее. Вот так, и когда я сказала, что я еду в Сыктывкар, меня друзья мои спросили, а почему ты выбрала Сыктывкар, когда тебя оставляют здесь, в Екатеринбурге, в Свердловске, в аспирантуре? Я сказала, так я же коми, я еду на свою родину. Они говорят, ты коми, а какие же русские? Так что вот так, вот такая была национальная обстановка в то время. Никакой вражды, конечно, вообще ничего подобного не было. И мы даже над этими вопросами, эти вопросы нас не интересовали даже, потому что была вот то, что называется вот единый, и Бог, вот единый народ россияне. Было прекрасно. А потом все уже началось. Но я отвлеклась. И так я вернулась сюда, начала свои исследования. Страшно сказать, я закончила в 1959 году университет. И приехала сюда и сразу же попала в экспедицию с Григорием Михайловичем Буровым. Это очень известный ученый, который, к сожалению, уже скончался, уже давненько. Так, вот из тех, кто приехал, первая четверка, это Григорий Михайлович Буров, Вячеслав Ильич Коневец, Валерий Евгеньевич Лузгин и я. И вот троих уже нет, вот я только тьфу-тьфу, так, живая и продолжает работать, что меня очень радует. Итак, я бы хотела несколько слов сказать о своих предшественниках, потому что, как вы понимаете, без того, что сделано нами до нас, мы бы не сделали того, что мы сумели сделать. Итак, прежде всего, слово о своих учителях, о тех, кто был до нас, кто работал до нас, и кто сделал многое для того, чтобы мы могли продолжить то, чем мы сейчас занимаемся. Мне кажется, это очень важно в жизни. Итак, археологические исследования на этой территории начались в середине 19 века, но это, вы знаете, это были эпизодические работы. Был такой Степан Егорович Мезников, который открыл могильник Усть-Сысольск. Мы до сих пор не знаем, где он, этот Усть-Сысольский могильник, находится. Там были найдены 2 погребения, мужское и женское, достаточно богатые погребения. Так, ну, а потом исследования в 19 веке шли не специальные исследования, а были редкие поступления, которые, естественно, испытатели находили, путешественники и так далее. Но подлинное изучение этого края началось в 20-е годы, то есть это после Октябрьской революции. И среди этих исследователей я назвала бы прежде всего Алексея Семеновича Сидорова, который был школьным учителем, работал на ВНИ, но был человек очень интересующийся, и так судьба его, вам наверняка, коль вы пришли на эту беседу, известна, она довольно печальная, так, он был репрессирован, так, затем соответственно, реабилитирован, но умер в 1953 году, когда умер Сталин, и когда из гостиниц стали выселять, потому что, ну, там всякие начались события, связанные со смертью Сталина,
И он, я не знаю, конечно, так, не хотелось бы мне искажать факты или истину, но мне кажется, не случайно он умер, потому что, может быть, вот страх, вот, что сейчас опять что-то начнется. Но он ушел туда здоровым, молодым, красивым молодым человеком, вернулся беззубым, я думаю, что достаточно, ну, наверное, сломленным человеком. Ну, я вернусь к тому молодому Сидорову, который проводил первые археологические исследования на Выми, на Выче, где он открыл целые десятки памятников на Выми. И я шла практически по его следам, открывая, правда, и новые, но я шла прямо по его следам и продолжала то, что начал Алексей Семенович Сидоров. Так, был еще Анатолий Николаевич Грен, так и в 28 году сюда приезжала экспедиция главнауки под руководством очень видного ученого. Так, ну, среди его учеников был Алексей Петрович Смирнов, который стал затем моим научным руководителем по моей кандидатской диссертации, он был научным руководителем. Итак, Алексей Петрович Смирнов, московская экспедиция, но это была московская экспедиция, которая проводила раскопки на Выми, там есть интересный очень памятник, то есть был гильцаярский могильник возле Книжпогоста, так, и затем он проводил раскопки на городище Карабиев, или Кармыль-Карабиев. И после этого очень большой перерыв, и, наконец, планомерные исследования на нашей территории начались только в 1957 году, когда сюда приехал Григорий Михайлович Буров. Так, затем Вячеслав Ильич Коневец, затем Валерий Евгеньевич Лузгин, о котором я уже упоминала, затем приехала я. Ну и в течение непродолжительного времени, примерно 10 лет, было сделано этим очень небольшим коллективом археологов очень большие достижения, очень результативные исследования. Так, прежде всего, впервые была практически разработана хронологическая схема древностей на Европейском Северо-Востоке. Всем вам, конечно, наверное, известно о том, что первые сведения о народе, проживавшем здесь в эпоху Средневековья, появились в повести временных лет, это 12 век. До этого, абсолютно ничего не было известно. И если бы не археология, то мы до сих пор не знали бы историю нашего края не до 12 даже века, потому что в 12 веке просто среди народов, которые живут в полуночных странах и которые платят дань Руси, перечисляется среди других народов, среди Заводской Чуди, Еми, Карелы, Пермь, Печера, Югра, Самоедь или Самоять. Вот перечисляются просто эти народы. Все. Мы не знаем, что это за народ. Пермь. Так, может быть, даже возникнет у вас вопрос, а если не возникнет, я сама скажу. Печера. Мы до сих пор не знаем, кто такая Печера. Что это за народ? Нет до сих пор практически достоверных сведений о том, что это за народ, на каком языке говорил этот народ и где жил этот народ. Предполагают, что на Печоре, а где в Верховье, в среднем течении нет ответа. Есть разные предположения, даже есть памятники, которые отдельные исследователи связывают с Печерой. А что такое Пермь? О том, что Пермь жила на Вычегде и на Выми, так, мы узнаем из жития Стефана Пермского. А вы, наверное, знаете о том, что в XIV веке произошло очень важное событие в истории нашего народа, которое, практически, конечно, определило в дальнейшем путь народа нашего комизырян. Это христианизация, которая была проведена Стефаном Пермским в XIV веке. И так было написано житие Епифанием Премудрым, в котором четко обозначалось Пермь. И Пермь, которая живет по Вычегде и по Выми. И вот мы тогда узнаем, а это 14 век, мы узнаем, что этот народ жил действительно на Выми и на Вычегде, потому что описываются традиции нашего народа, описывается вера, языческая вера нашего народа, согласно которой наши предки верили в всякие
у них было много Божия, у них стояли идолы, которым они поклонялись. Так, они, соответственно, занимались, вероятно, уже и земледелием, потому что сжигали солому, так, ну и так далее. Вот все, что произошло в это время, я скажу немножко подробнее чуть далее. Так, итак, в это время стало известно о том, что Пермь – это народ, который жил на Ручье и в Ими. Это 14 век. А до 14 века, даже до 12 ничего не было известно. В наших книгах, в литературе, в научной существовало, господствовала точка зрения, что эта территория не могла быть заселена в ледниковую эпоху, потому что, как представлялось, как люди могли жить на леднике, да, или в ледниковых условиях. Но исследования наших археологов, в частности Вячеслава Ильича Коневца и геолога Бориса Исааковича Куслицера, открытие, которое было ими сделано сразу после того, как они начали обследовать Печору, так, было сенсационным. Это была мировая сенсация. Оказалось, что эта территория была заселена уже в эпоху палеолита, то есть древнекаменного века, в эпоху верхнего палеолита. И первые стоянки, которые были ими открыты, это Медвежья пещера, так, и Медвежья пещера и стоянка Бызовая. Они относились к разным периодам. Медвежья пещера где-то 12 тысяч лет, грубо говоря, так, значит, 18 тысяч лет, а что касается Бызовой, то это около 30 тысяч лет. И так было впервые доказано, что 30-20 тысяч лет тому назад здесь уже появились первые люди. 30 тысяч лет назад. Почему? Как они могли появиться, если это была ледниковая эпоха, и это доказано геологами? Вы меня, пожалуйста, предупредите, мне сказали строго час, потому что потом другое мероприятие. Я могу увлечься, так, глядя в глаза. А я смотрю на часы, да, спасибо. Глядя в глаза, особенно вот двух мужчин критически мыслящих, я чувствую, и так, да, воспринимающих. Молодцы, я на ваши лица и смотрю, чтобы реагировать. Значит, вот чему вы верите, чему вы не верите, хорошо или плохо. Итак, 30 тысяч лет тому назад. Это почему? Потому что вы, наверное, грамотные люди, знаете, что в эпоху Ледниковья наступали периоды, когда ледник отступал, а потом снова наступал. И вот в периоды межледниковья сюда проникали люди. В дальнейшем были открыты новые стоянки. И у полярного круга, и за полярным кругом, это чудеса, была открыта Мамонтова курья. Так, покажите, пожалуйста, первую. Так, ну это вот из... Так, минуточку, остановитесь, пожалуйста. Мамонтова курья. Мамонтова курья чрезвычайно интересный памятник, потому что сегодня это самый древний памятник на нашей территории. Возраст его около 40 тысяч лет. Так, и на этой стоянке, у нас ручки нет никакой, нет? Так, спасибо. Так, был найден вот этот бивень. Бивень мамонта. Вы, конечно, видите, что на этом бивне какие-то черточки, и не беспорядочные, строго симметричные. Так, они, видите, раз, два, три, четыре, они бесспорно нанесены рукой человека. Вот здесь видно по, соответственно, по этому масштабу, как они выглядят, и четко видно, что они расположены симметрично. Что это означает? Это означает, что люди, которые жили на этой стоянке, они знали счет, это безусловно. И к этой эпохе, это практически эпоха формирования уже современного человека, восходят все положительные рациональные знания, которыми мы пользуемся до сих пор. Это элементы астрономии, математики, биологии, так, медицины, так, живописи, потому что к этой эпохе восходят замечательные совершенно картины, живописные картины, найденные в пещерах Италии, Испании и на нашей территории, в частности, на реке Белой, Башкирии, Сибири и так далее. Так, то есть вот к этой эпохе восходит вообще история цивилизации. И к этой эпохе относятся и памятники, которые найдены на нашей территории, среди которых вот Мамонтова курья. Еще севернее, за полярным кругом, найден памятник, который относится к более позднему времени. Но что самое главное? Вопрос, который возникает. Итак, памятники
это стоянка Бызовая, на которой найдена масса, тысячи костей мамонта. Так, и пещера, Медвежья пещера, так, Унинская пещера. Так, то есть пещерные памятники и памятники, которые расположены по берегам, в частности, и Мамонтова курья. Так, итак, если бы вы посмотрели те предметы, которые ими были изготовлены, так вот здесь некоторые представлены, посмотрите на них, пожалуйста, здесь все написано, и так они относятся к совершенно двум разным типам. То есть крупные орудия, вот такие крупные рубящие орудия, они характеризуют одну культуру. Культура, которая представлена в Медвежье, которая представлена на поселении Бызовая. Так, ну, что касается Мамонтовой, то там несколько иная картина. А в Медвежьей пещере представлены совершенно другого типа орудия. Мелкие пластинчатые изделия. И наш современный исследователь Павел Юрьевич Павлов и другие, в целом российские, так, доказали, что заселение нашей территории в это время, в древнем каменном веке, происходило из двух центров. Одна – это Европа, а другая – это Азия. Две волны было. 30-40 тысяч лет тому назад это была волна из Европы, возможно, через Прикамье, а вторая из Азии, из Центральной Азии. И есть предположение, что выходцы из Сибири были уже отдаленными прапрапредками уральских народов. А к уральским народам относятся самодийские, это ненцы, энцы, нганасаны, селькупы, это самодийцы. И, соответственно, финно-угорские народы. К угорским народам относятся живущие сейчас за Уралом ханты и манси, и живущие венгры. Венгры являются самыми ближайшими родственниками хантам и манси. Но там тоже очень сложная история. Остальные народы, финно-пермские, финно-волжские, это начнем с нас любимых, то есть коми-зыряне, коми-пермяки, удмурты, это пермские народы, волжские финны, это марийцы, мордва, прибалтийские финны, это карелы, вепсы, водь и жора. И среди них некоторые насчитывают всего лишь несколько десятков человек, но сейчас все пытается возродить. По-моему, я все народы перечислила. Итак, когда-то все эти народы жили на определенной ограниченной территории и говорили на праязыках или на прадиалектах языков. Я вообще, конечно, трудно себе это представляю, но это на самом деле так, это доказано лингвистами. И затем постепенно происходило расселение этих народов по территории Евразии, по всей территории Евразии. И, соответственно, со временем, в течение многих тысячелетий, они заселили те места, в которых они сейчас живут. Но это очень сложные процессы, в которые, конечно, у нас с вами нет времени и возможности вникать. Так и так, это эпоха палеолита, древнекаменного века. Самые поздние памятники древнекаменного века относятся к самому концу. То есть это где-то 12-11 тысяч лет. Потому что примерно 10 тысяч лет тому назад ледники отступили. Сформировался современный рельеф, то есть современные реки, озера, леса, животные, совершенно другие, которые пришли на смену мамонтам, крупным животным, на которых охотиться с помощью стрел было невозможно. Как стрелой убьешь мамонта. Мамонты, ну вы представляете себе, это шерстистые слоны, грубо говоря. Так, потому что даже бивень мамонта, он весил, ну это вот кусочек, так, он мог весить более 5 тонн. Это было громадное животное, это источник вообще существования древнего человека. А на смену ему, когда отступили ледники и мамонты исчезли, высказывают различные точки зрения, почему они исчезли, приходят другие виды животных. Это более мелкие, более быстроногие, это северный олень, лось,
самое главное, конечно, и те многие животные, которых мы знаем и сегодня, потому что именно тогда, после отступления ледников, где-то 10 тысяч лет тому назад, сформировалось все то, что мы сейчас видим. Но я хочу отметить, что, конечно же, на протяжении этих тысячелетий происходили сдвиги с севера на юг и с юга на север. То есть леса то отступали, то наступали. И, соответственно, этим во многом обусловлена была и причина всяких миграций, переселений и так далее. То есть экологический фактор, он играл всегда и играет сейчас очень важную роль в истории человечества. Итак, на смену палеолиту приходит, пожалуйста, следующий, приходит эпоха мезолита. Так, спускайтесь, пожалуйста, дальше. Дальше спускайтесь. Так. Итак, эпоха мезолита. Так, среди мезолитических памятников их гораздо больше, более 100, и они распространены уже на всей территории Республики Коми, за ее пределами, конечно, тогда как в палеолите у нас всего 8 памятников, а здесь более сотни памятников. Начинается заселение этой территории. И среди многочисленных памятников, которые расположены по берегам рек и озер, выделяется озеро Синдерское. Так, на Синдерском, возле Синдерского озера были найдены торфяники, дикие торфяники. И благодаря тому, что вещи попали с поселения в болото, которое потом заторфовалось, ну как вот благодаря высокой влажности, там сохранились те предметы, которые обычно не сохраняются, то есть из органических материалов. Там были найдены полосы саней, там были найдены фрагменты лыж. И мы из этих материалов, разнообразные палочки и так далее, мы из этих материалов узнали, что уже 8 тысяч, не менее чем 8 тысяч лет тому назад наши предки знали такие важнейшие средства передвижения, как лыжи, сани и лодки. Что очень важно, я иногда думаю и говорю, вообще мы всем обязаны нашим предкам. Только атомную бомбу они не изобрели. А источники нашего с вами существования были изобретены давным-давно. Потому что главное, за счет чего мы живем, то есть источники, это земледелие, оно у нас появилось поздно, но в южных широтах очень рано. Так и мы по нашим памятникам можем судить об этом. Потому что вот на южных памятниках, в Причерноморье, например, мы видим на сосудах изображение колосьев, так, струйки дождя так, и так далее. То есть это земледельческая культура. А на наших памятниках, на нашей посуде, которые мы увидим в дальнейшем, секунду, пожалуйста, так, мы видим зубчатый штамп вот такой, да, и кругляшки, мы говорим, ямочно-зубчатый штамп. И вот этот зубчатый штамп, он практически существует на протяжении всей нашей культуры археологической, до того, как мы не вошли в состав русского государства, и, соответственно, значит, жизнь наша коренным образом изменилась, но это уже другой вопрос. Итак, это наш лес, это наши озера, так, и, соответственно, это охота, рыболовство, земледелие не существовало до прихода сюда практически русского населения. Но в это время мы видим, да, повторите, пожалуйста. Так, вот здесь вы видите фрагмент деревянного лука. Причем луки существовали разные, высокий человеческий рост и более. Так, это сторожевые луки. Многочисленные стрелы, естественно. Это же, да, не убирайте. Так, многочисленные, вот так выглядят наконечники стрел. Так, ну, на смену мезолиту, оставьте, приходит эпоха неолита. Это заключительный этап каменного века. Неолит, новокаменный век. Так, вот девушка слушала курс истории точно, вас, да? Да. Не у меня? У вас. Да? Да. Очень приятно. Так, итак, неолит, новокаменный век. Так, что вы видите нового вот на этих иллюстрациях, в отличие от предыдущих? Черепки глиняные. А? Черепки глиняные. Правильно, умнички. Так, вот вы простите, я, значит, как студентам, значит, дальше хоть и взрослый. Правильно, конечно же, вы видите, как сказал черепки. Я называю, правда, не люблю это слово черепки, но черепки, да. Это фрагменты глиняной посуды. Появляется глиняная посуда. На первый взгляд, ну и что?
ну, появилась глиняная посуда. Это было величайшее изобретение в истории человечества. Потому что это, во-первых, новый материал. До этого человек пользовался только тем, что давала природа. То есть это камень, из которого изготавливали, кости, из которых изготавливали. Так, ну и, соответственно, они собирали то, что мы собираем сейчас. Так, но само оно, не было у человека тогда продукта, который он сам бы изготовил, нового продукта. А это был новый продукт, который он сам изготовил, глиняная посуда. И она свидетельство того, что человек стал лучше есть, он стал варить. До этого, конечно, жарили, и может быть, и варили, но в основном жарили на кострах. Так, или если и варили, то какие-то находили каменные, может быть, сосуды. Я не думаю, что можно было в деревянной, например, что-то сварить. Нет здесь. Так что вот появилась, соответственно, посуда, в которой можно было варить. И появилась посуда разнообразная, огромные такие, вот мы назвали их котлами, которые, конечно же, для хранения запасов пищи предназначались. И маленькие, в которых варили, на которых следы нагара, то есть вот точно, что они использовались в быту. Так вот, и об орнаменте, о котором я говорила, ямчато-зубчатый или ямчато-гребенчатый. Это узоры, по которым когда-то выдающийся наш археолог, историк Борис Александрович Рыбаков говорил о том, что это письмена. Мы просто не сумели еще их разгадать, их прочитать. Но это те же письмена. Просто мы не понимаем их. Мы их называем немые свидетели прошлого. Потому что они действительно не могут прямо нам сказать, что это и для чего это. Мы должны, соответственно, размышлять, раздумывать и определять, что это и для чего это. Так, вот так выглядели наконечники стрел. Я прошу обратить внимание на их форму. Потом следующий период они будут другие. Так, здесь, соответственно, изображена фигурка утки. Так, вот она. Это в эту эпоху, искусство появляется уже в древнекаменном веке, но в неолите появляются кремневые фигурки различных птиц, так, утки в частности, животных на посуде, и так, изображения, рисунки и так далее. Так, вот так же еще есть такие наконечники стрел. Пожалуйста, дальше. Так, закончился каменный век, да, закончился каменный век, так, и, соответственно, впервые на нашей территории появляются изделия из меди. Эта эпоха называется энеолит, медно-каменный век. Почему энеолит? Энеос – медь, литос – камень. То есть использовался по-прежнему камень для изготовления орудий, и прежде всего камень, и больше всего из камня было орудий. Но наряду с ним появилась медь. Откуда? Меди у нас, медных рудников не было, и, соответственно, самородной меди у нас тоже не было. Так, впервые начали использовать медь там, где она была самородна, опять же, на юге, это Ближний Восток, там, где когда-то были древние цивилизации, а потом что-то с ними произошло такое, значит, над чем надо размышлять, и, соответственно, есть и у меня соображения по этому поводу. Вот, в частности, Ближний Восток, великие цивилизации были, куда они исчезли, или Древний Египет, вот что было и что сейчас. Так, это древнейшие цивилизации были там, на Ближнем Востоке. Итак, там начались самородные меди. К нам медь попала с индоевропейцами. А кто такие индоевропейцы? Так, к ним относятся народы, европейские народы, большинство не буду перечислять, потому что это очень много. К ним относятся и древние иранцы. Иранцы, предки современных иранцев, к которым относились и скифы, и многие другие не народы, а культуры, носители языка, иранских языков. Мы не можем их точно сказать, кто это такие были. Так. Итак, первые контакты с ними. И в нашем ком-языке название металлов имеет иранское происхождение. Вот что интересно и что очень важно. И трудно сказать, в эту ли эпоху иранские заимствования появились в пермских языках, не только в ком-языке, или следующую, которая характеризуется очень активными контактами с индоиранцами, потому что к ним относились скифы,
бывшие соседями пермских племен. Это так называемая ананинская культура, которая была представлена и у нас в памятнике ананинской культуры, но центр располагался на Каме. Так, а там уже соседями ананинских племен прикамских были скифы. О скифах вы, конечно, помните все наверняка, хотя бы из школьного курса, которые сооружали грандиозные курганы, в которых находили массу золотых вещей, которые сопровождались не только погребениями коней, но и погребениями десятков женщин, потому что женщина должна была сопровождать мужчину не только в этом мире его обслуживать, но и в том мире тоже. Так что, так, ну, это характерно для многих восточных цивилизаций. И в настоящее время, вот у нас вот нет Гаримова, там до сих пор есть, у нас нет многоженства, а там до сих пор есть. Так что вот разные народы, северные и южные. Итак, это эпоха энеолита, и в эту же эпоху, когда появляются медные предметы, занесенные к нам какими-то индоевропейскими племенами или группами какими-то населения, здесь начинается обработка или использование меди. Но на наших памятниках мы находим очень мало медных изделий. В нашем музее они есть, но их очень мало. Как вы думаете, почему медных изделий так мало на наших памятниках? Не потому, я сразу вам говорю, что их было так мало. Их могло быть и много, но на наших памятниках их нет. Их мало очень, есть, но очень мало. Так, не буду мучить, может, вы скажите. Ну, потому что из нее потом бронзу делали. Ну правильно, вы все просто не все говорите, понимаете, что, во-первых, она высоко ценилась. Вот тогда в древности золото, так, значит, вот оно ценилось меньше железа в свое время, понимаете? Вот, то есть ценность этих металлов, она менялась в разные эпохи. Итак, медь, конечно, она стоила дорого, я думаю, за кусочек меди не знаю, сколько надо было белок отдать, или соболей, или еще чего-нибудь. Так, ну, мехов. Так, и так высоко ценилось, во-первых. А во-вторых, в отличие от камня, который можно было сломал, выбросил, изготовил новый, медь не выбрасывали, а ее опускали в переплавку, делали из нее другую вещь. Так, и так постепенно на смену медному веку приходит бронзовый век. Бронзовый, когда медь стали сплавлять с оловом, свинцом, цинком, и появился более твердый металл. Медь ведь мягкая очень, а бронза более твердая. И бронза могла бы вытеснить камень, но она не вытеснила камень. Так, да, не двигайтесь, так, не двигайтесь. Она не вытеснила камень. В эпоху бронзы происходят очень события важные. И самое главное, как мне кажется, в эпоху бронзы начинается активное передвижение населения. А почему? Именно это связано было с распространением металла. Металлических вещей, металлических изделий, слитков металла. И в это время впервые за историю человечества очень активные миграции начинаются. Прежде всего с востока на запад, с юга на север, так, с запада на восток. Именно к этому времени очень активные миграции. И появляются, и, возможно, какие-то угорские группы населения на нашей территории, в Припечорье, например, и так далее. Картина коренным образом меняется в эпоху раннего Железного века, которая начинается в 8 веке до нашей эры, это значит первое тысячелетие до нашей эры. К этой эпохе относится очень известная широко ананинская культура раннего Железного века. Чем она для нас с вами интересна? Потому что ананинская культура считается связанной с предками пермских народов, то есть коми-пермяков, коми-зырян и удмуртов. Она занимала огромную территорию. Это Прикамье, Поволжье, Прикамье, европейский северо-восток, включая бассейн и Печоры, и Вычегды. Вот такая огромная территория, на которой была распространена ананинская культура. Ее называют иногда историко-культурная общность, историко-культурная область и так далее. Для нас с вами это не важно. Важно то, что, безусловно, ананинцы, среди ананинцев были предки наши с вами, коми-зырян, и коми-пермяков, и удмуртов. Вот это самое главное. И второе. Памятники
ананинской культуры на нашей территории свидетельствует о том, что она сформировалась на основе предшествующей местной, но, с другой стороны, были и пришлые племена из Прикамья, что очень важно. И есть такой шаховской могильник на Печоре, там найдены погребения в лодке даже, погребения в лодке. И к этому времени относятся формирование звериного стиля в искусстве у нас. Вот тот, который характерен, это как бы, ну, может быть, это один из показателей, этнокультурных показателей коми-зырянского этноса, коми-зырянской древней культуры. Так, и в это время на северные племена через южные, через прикамские племена мощное влияние оказывают эти скифы. Скифы, и существовало скифское звериное искусство, но там были совершенно другие звери, потому что скифы в основном это степной народ. Так, степной народ это воинственный народ, это воины смелые, конечно, тех, которых Гумилев называл, ну, особо выделяющиеся. И они продвигались, по степям передвигались туда-обратно, и, соответственно, в скифском зверином стиле мы видим сцены борьбы, мы видим степных животных, мы видим изображение непременно коня, мы видим изображение вооружения, оружия скифского воина. Это не охотники, это воины прежде всего. И, конечно, скифское искусство звериное, оно оказало влияние на формирование нашего пермского звериного стиля, как он именуется в литературе. Ну, тоже существуют разные точки зрения, но они касаются второстепенных вещей. Формируется именно к этому времени, восходят истоки пермского звериного стиля. Я прошу обратить внимание так, на несколько вещей. Так, вот посмотрите, пожалуйста. Так, бронзовая рукоять кинжала. Так, здесь видим бронзовая бляха. Эти вещи, безусловно, имеют южное происхождение и связаны со скифским миром. Так, с другой стороны, так, вот бронзовый наконечник стрелы. Он тоже характерен для скифской культуры. Наряду с ним горшки, типично наши горшки, они еще круглодонные. И, наконец, так, поселение бронзовая бляха. Вы видите изображение человека. Я говорю первый зырянин. Так, значит, может быть, хотя среди зырян 3 антропологических типа существует. Это беломорский европеоидный, так, смешанный, так, и южный. Так, ну, Сысово, Луза, эти территории, его называют сублапаноидный или вятско-камский. Ну, таким представителем достаточно типичным этого типа южного я сама являюсь. Это небольшой рост, это скуластость. Ну, как правило, темные волосы. Так, ну, о волосах у женщин в моем возрасте тем более судить, значит, не надо. Так, и, соответственно, глаза. Темные глаза. Но потом же смешение происходило. Вот у моего рода, у мамы, у бабушки уже не темные глаза. Но у нас есть один ученый, Афанасий Николаевич Турубанов, так, он классический представитель этого сублапаноидно-вятско-камского типа, в котором сочетались европеоидные черты и монголоидные, в частности, пикантус. То есть вот складочка над глазом, припухлость такая, ну вот некоторая узкоглазость, которая характерна для монголоидного типа. Вот в нем все это сочетается. И скуластость, и низкий рост, и редкие волосы, так, и, соответственно, темные глаза карие. Вот это представитель этого типа, потому что происходило постоянно смешение европеоидов и монголоидов, начиная вообще с древнейших времен. Ну так, вернемся к нашим баранам. Так, Итак, тут скифы, конечно, европеоиды, так, и формирование пермского звериного стиля. Я прошу обратить внимание вот на это изображение. Что вы здесь видите? Птица. Так, значит, вы наверху видите в верхней части птицу, да? Я вижу Так, шапку. затем вы видите человечка. Не просто человечка, а мужчинку мы видим. Так, с выраженным признаком пола. Так, значит, вот это один из предметов, который характеризует, как и почему сформировался этот стиль, и что он отражает.
это практически миф о формировании человека. Потому что и это... Элеонора, извините, перебью, а вот размеры вот этих вот моментов, там, какой он по А так размеру, вот да, здесь масштабы везде да, есть. вот масштабы. Да, масштабы везде есть. Сантиметровый, да? Так, ну они, ну вот где-то вот такого размера, грубо. Так, ну то есть это не идолы. Да. Это не идолы. Ну вот где-то вот такого размера. Ну, таких предметов потом сложных у нас очень много. Я не успею все показать, к сожалению. Так, итак, что такое вообще звериный стиль? Так, давайте посмотрим, вдруг дальше, если я забыла, зверином стиле. Так, не двигайся. Так, значит, посмотрите вот на это изображение еще. Это тоже предмет звериного стиля. А здесь вы видите совершенно другие изображения. Так, вот видите, наверху лосиные головы, по бокам, так, лосиные головы, так, а здесь два существа. Так, не сомневаюсь, что это разнополые существа. Так, и внизу вот такая линия, она непонятная эта линия. Так, что отражали вообще эти предметы? Предметы пермского звериного стиля. Существуют разные точки зрения. Но, на мой взгляд, наиболее аргументированной является точка зрения о том, что это вертикальная модель Вселенной. То есть это древо жизни. Это древо жизни. Так, итак, прежде всего, древние верили в существование не менее 3 миров. Мы сейчас в это верим. Так, и вообще у нас сохранилось очень много от древности. Так, тут я часами могла бы об этом рассказывать, но, значит, соответственно, невозможно. Но очень много просто. Вот даже зеркало. Почему мы закрываем зеркало? Вот с духами об этом и скажу. Итак, 3 мира. Верхний мир – это куда улетает наша душа. Вы помните, наверное, да, что когда у нас умирает человек, 40 дней, так нужно вокруг дома обойти, так вот человек покидает, куда покидает? Что у коми есть 2 духа – лов и орт. Лов – это дыхание, а орт – это душа, да? Итак, лов петема. Так, это значит душа, дыхание, душа, она, соответственно, покинула человека, а орт, тень человека, она сопровождает его на протяжении всего его существования. Куда человек, туда эта душа орт. Это у Сорокина прекрасно описано и о других. Итак, вот в этих предметах отразилось существование верхнего мира, куда улетает душа, а в центре Вселенной кто? Это человек, это шаман, который способствует, соответственно, переходу человека в иной мир, колдун, шаман. Или в верхний мир, или в нижний мир. А нижний мир осуществляет так называемые ящеры. Так, вот здесь его не видно. Так, уже вот здесь должен лежать ящер. Это нечто, как дети смотрят на эти изображения. Не помню, здесь есть или нет изображения ящера. Дети, когда смотрят, я спрашиваю, значит, кто это? Дети обычно говорят, крокодил. То есть вот это существо фантастическое существо, ну, непонятно, но это символ нижнего мира, хтонического нижнего мира, мира мертвых. Я в связи с этим вспоминаю свою бабушку, которая в детстве мне говорила, дитя, так, значит, итак, не ложись на землю с открытым ртом. Я спрашиваю, естественно, почему? А залезет ящерица, я говорю, что? Значит, вот ты погибнешь. Потому что ящерица – это и есть ящер. А почему ящерица? Да потому что она тоже непонятное существо. Она то на земле, то исчезает. Ей отрубят хвост, а у нее снова появляется. То есть вот и существовала вероятность. Вот и я-то сопоставляю это ящер. Совсем не с ящером, конечно, и не с мамонтами. У некоторых народов, вот в Сибири, говорят, что это мамонт, потому что кости мамонта находили в земле, и что это мамонт. Мне кажется, что это ящерица. То есть вот этот ящер, это символ нижнего мира. Это 3 мира, это первая идея. Вторая, конечно, это символ плодородия. Плодородие – это значит продолжение жизни. Так, почему там мужичок с признаком мужского пола? Так, потому что это продолжение жизни.
Почему здесь мы видим изображение двух существ, вот вы видите, вот два существа, а здесь новые головки, которые, соответственно, отражают появление нового существа или новых существ. Также, что особенно важно подчеркнуть. И если здесь мы видим изображение лосей, то они в этом случае являются символами верхнего мира и символом солнца. Так, а у земледельческих народов на смену этому лосю приходит конь. Так, лошадь, конь, потому что это земледельческий народ, у славян в частности. И этот образ был вытеснен образом коня. У коми, как мне кажется, основным существом, которому они поклонялись, являлся медведь. И считалось, согласно мифам, легендам, которые сохранились у нас, коми произошли от брака женщины и медведя. У саамов существует легенда, что они произошли от брака женщины и оленя. Есть такая книга Чернолузского, «Человек-олень», кажется, называется. Так, то есть вот, понимаете, в чем дело, почему? Потому что, наверное, там-то, безусловно, олень играл очень важную роль в их жизни. То есть, это источник существования. У нас лось, потому что без охоты на лося-то. А медведь это царь зверей. И Алексей Семенович Сидоров записывал легенду, согласно которой охотник пошел на охоту, и видит медведь. Он бабахнул в него. Оказалось, что это колдун или человек, который не успел, нужно было повернуться по часовой стрелке, он не успел. И соответственно, это был человек, в медвежьей шкуре, скажем так, человек-медведь. Но вспомните фильм «Обыкновенное чудо». Ведь это же построено не на вымысле, соответственно, режиссера, понимаете? Вот очень много таких вещей. Человек-медведь. Вот какие-то такие представления существовали и у нас. И у нас, я знаю точно, что такие животные, которые называли тотемами. Так, вот у австралийцев это кенгуру, например, да? Тотем это предок. У некоторых народов существовало табу на поедание тотемных животных, а у которых наоборот нужно было причащаться. Так, а коми до христианизации это были язычники, у них было множество богов, они поклонялись деревьям, они поклонялись камням, они поклонялись животным. Так, и, вероятно, у коми предком считался, тотемом считался медведь. Я вспоминаю, что даже в годы войны, когда мы собирали колоски и ели картошку, которая сгнила уже в земле, значит, которую разрешали собирать на колхозных полях-то, но медвежье мясо, правда, охотников тогда и не было, но медведи заходили в деревню, но медвежье мясо не ели ни в коем случае. Так, я не знаю, кто-то из вас, тут все, молодежь сидит, помнит ли об этом, что, потом, конечно, сейчас, конечно, едят медвежье мясо, я думаю, может быть, даже и везде, но не уверена, кстати, а вот тогда не ели. На убийство медведя есть определенный обряд, например, когда его убиваешь, перед тем, как его разделать, надо достать из него сердце вначале, это обряд. Целый ряд обрядов, прежде чем убить медведя, значит, и так далее, специально ставили рост, специально кашу, кланялись, извинялись перед ним и так далее. То есть вот целая серия совершенно верно обрядов. Еще один есть такой рассказ. У меня знакомый тоже охотник есть, вот он рассказывал, что они убили медведицу, сняв с нее шкуру, а телесно, медведь, вот эта медведица, она очень похожа визуально на человека. Да. Спасибо. То есть спасибо. Вы подтверждаете, что медведь играл очень важную роль в мифологии древних коми. И потому что, наверное, и в жизни. Потому что, это царь, это господин. Так что вот эти предметы пермского звериного стиля, они отражают мифологические представления древних людей о строении мира, о возникновении человека, потому что человек всегда задумывался над тем, откуда он. Я помню, моя дочка со слезами прибежала ко мне и стала говорить: «Мама, ты меня обманывала». Я говорю: «Как?»
Я когда тебя спросила, как я появилась, ты сказала, что ты нашла меня в капусте. А Лена Мошева пришла и сказала, что она родилась из подмышки. Вот так что, вот видите, вот и человек, как он, я всегда это вспоминаю со смехом, точно так же, как ей, значит, сказали, что человек произошел от обезьяны, да? Она спрашивает, ну понятно, твоя бабушка была обезьяной. Я говорю, нет. Значит, мама твоей бабушки была обезьяной. Вот так что вот так я происхождение. Итак, человек, он, конечно, он думает о том, как устроен мир, безусловно, и откуда он появился, как возникло человечество, как он родился и так далее. Это сегодня мы такие прагматики и все знаем и понимаем, и наши дети больше нас понимают. А вот в те времена, конечно, существовали даже такие представления, как, например, женщина шла мимо озера, так и там квакнула лягушка, так, и после этого она забеременела, например. Вот, так что, значит, вот разные байки рассказывают, разные мифы существуют. Пожалуйста, дальше там есть. Итак, это эпоха, когда формируется культура раннего Железного века и в значительной мере та культура, которая сохраняется, пережитки которой сохраняются до сих пор. Итак, наступает эпоха Средневековья, та эпоха, которой я занимаюсь и на которую остается 5 минут времени. Итак, Пермь. Итак, наши предки в источниках, в летописях называли Пермь. Пермь. Что означает это слово? Мы никогда не называли себя пермяками или пермянами. Так. Мы всегда называли себя коми-народ, называл себя коми. Коми от ком человек, гомо человек. То есть вообще происхождение, само название каждого народа происходит именно от этого слова человек. Так, что касается слова Пермь, под которым в летописях стал известен народ коми, то существуют разные точки зрения, но мне представляется наиболее убедительная точка зрения Кастерна, что Пермь – это Перема, это край земли, окраина земли. И что это слово прибалтийско-финского происхождения и связано с древнерусской колонизацией этого региона. Когда славяне начали свое продвижение на запад, да, на запад, правильно? Так, свое продвижение на запад, так, когда они осваивали земли, которыми они были окружены, они и заселили земли, которые были заняты финно-уграми. Территория финно-угров охватывала весь север Евразии, включая Поволжье, все Приуралье. Вся эта огромная территория была занята финно-уграми. Славяне появились там не ранее 8 века, так, а на севере и позднее. Так, и так, по мере продвижения славян на запад, они знакомились с новыми народами, с новыми землями, и одними из первых были прибалтийские финны, в начале карелы, которые вошли очень быстро в состав Новгорода, так, затем вепсы, водь, и, вероятно, когда те спрашивали, что там дальше, они говорили, это край земли, окраина земли, потому что дальше как бы они не знали, что там дальше. Первый этап русские, которые продвигались на запад, было ознакомление с этим краем земли. И так и народ получил название в летописях. Так, название Пермь, Перема. Итак, продвижение на запад. Что собой тогда представляла земля Коми? Мы судим об этом по тем памятникам, которые находим по берегам Бычек, Двыми. Это поселения и это могильники. По этим материалам мы можем судить о достаточно высокой культуре наших предков, которые жили в XI-XIV веках, то есть до христианизации, до того, как пришел Стефан Пермский. Они занимались прежде всего охотой, рыбной ловлей, собирательством, они не знали земледелия. Почему? Потому что вот эти источники пищи были для них вполне достаточными. Самодостаточно они были, когда они охотились, ловили рыбу, так, а вот совсем недавние времена наши реки были богаты самыми ценными породами рыбы. За это время все изменилось, естественно. Так и, соответственно, наши леса изобилуют зверями, птицей.
И, соответственно, это были основные источники пищи. И, кроме того, всегда, и до сих пор, я уже не говорю про время войны, это крапива, это другие растения, целебные растения. Они выживали и жили, я думаю, так вот, прекрасно. Так, мужчины уходили на охоту на несколько месяцев. Женщины брали все заботы по хозяйству на себя. И почему наши женщины северные гораздо более независимы, гораздо более самостоятельные, чем в южных широтах, в южных районах, потому что они вынуждены были в течение длительного времени вести на себе так все хозяйство. И более того, вот мой сосед в смысле по археологии, по территории, нынче директор Института археологии, академик, так, в одной из своих работ пишет, что скелеты, которые они изучали, у женщины мощные плечи, то есть они выносили большие физические нагрузки, то есть они тянули на себе все. Да и сейчас между нами по секрету на женщинах держится Россия, мужчина ничего не слышит. Так. Итак, женщины, мужчины. По материалам могильника мы можем судить, что со времени проникновения сюда славян, то есть русских, так, здесь появляются западноевропейские монеты. На могильнике, который я копала в Верховьях Холмики, Чуйковский первый называется, я сейчас книжку как раз подготовила практически уже, найдено более 76 западноевропейских монет. Это монеты чешские, голландские, германские, 76, и еще саманитский дирхем 10 века из Средней Азии. Это 10-11 века. Как они попали? Так, самолетов не было, как вы понимаете, реки, так, значит, лыжи, сани. Так, по рекам, я думаю, и, конечно, из Новгорода, который в это время раньше других проникает сюда, а Новгород был важнейшим центром международной торговли. И туда приезжали западноевропейские купцы, привозили монеты, а русские думали, что мы обмениваем, соответственно, знаем, что такое деньги. Так, мы же не знали, что такое деньги. Они привозили сюда монеты, они сюда привозили всякие побрякушки, которыми мы пользуемся до сих пор, только другого размера и формы, немного другой. Так, и в обмен на эти, соответственно, монеты западноевропейские и украшения, прежде всего, так, они выманивали у местного населения меха. Так, ну вот бусинка, на одну бусинку можно было получить мешок соболей. Неплохо. Так, значит, ну вот она была, вот, скажем так, значит, вот можно, ну это другое время, другая эпоха, и поэтому, конечно, наши никогда не видели бусы. Так, они украшения многочисленные привозили, кольца, браслеты, височные кольца, перстни. Значит, то браслетов как раз меньше, потому что у нас, видимо, была такая одежда, что браслеты не нужны были. Может, комаров было много, и одежду длинную носили, браслеты не были популярны. А бусы, да, бусы, височные кольца, перстни и так далее, масса. И параллельно, почти в это же время, сюда проникают вещи из Волжской Булгарии. Это другое раннефеодальное государство, которое тоже стремилось сюда, потому что, вероятно, из Верхнего Прикамья, там, где жили наши соседние племена, родановцы, предки икон-пермяков, они сюда уже проникали и группы родановского населения. Так, ну вот об этом как раз новая книжка. Итак, из Волжской Булгарии. Волжская Булгария и Новгород, а потом и Русь, древнерусское государство, они были соперниками, конкурентами в борьбе за северные земли, в борьбе за меха, прежде всего, потому что меха составляли главное богатство этого края. И они именно привлекали сюда иноземных дружинников, купцов, торговцев на протяжении нескольких столетий. Так, и так в обмен на меха привозили сюда разнообразные самые товары, боролись между собой Россия и Волжская Болгария, но Русь победила, как вы знаете, Волжскую Болгарию, и у нас здесь нет следов оседания здесь волжских булгар. А волжские булгары это, ну, предки чувашей, они близки татарам, они занимали на Волге, это было мощное государство. А потом переселились на территории современного их обитания, они потеряли, соответственно, свой язык тюркский, они стали славянами, в отличие от венгров, которые сохранили угорский язык. Так, итак, секунду. Так, итак.
И так в обмен на века булгары и, соответственно, Русь. Проходили столетия. Так, жизнь, конечно же, под влиянием этих двух цивилизаций менялась. У нас активно стала развиваться пушная охота. Она стала источником богатства, удачливых охотников. И это очень хорошо видно по моим материалам, то есть по материалам раскопок моих памятников. И последняя фраза, так, которую я произношу, так, Кичельковский могильник, очень богатый, самый богатый. Он расположен у первого Вымского порога, который называется Кичелькось, кривой порог. А следующий порог – Рочкось. Так вот там у порога Рочкось, вода на уровне под углом 90 градусов падает вниз. Как русский купец или русский дружинник преодолеет эти пороги? Он не сможет их преодолеть. Наши люди, они говорят, прежде чем, это записал Алексей Семенович Сидоров, прежде чем подойти к этим порогам, они садились, пили чай, отдыхали, а потом только смели плыть дальше. Так вот, я считаю, что богатство этого могильника, эти десятки монет, серебряные украшения, гривны, браслеты, роскошные совершенно украшения из Волжской Булгарии, так они появились там именно благодаря тому, что местное население обслуживало этот путь, это преодоление порогов. Именно поэтому здесь обитало богатое население, там очень богатые погребения. Да. Именно поэтому. А когда надобность в этом отпала, когда они преодолели и уже узнали Урал, переселились за Урал, а наши коми всегда были проводниками русских. Начиная вот с этого времени, вожами, как их называли, Ермаку, этому разбойнику, они помогали тоже. Так, и так, когда, значит, все это они преодолели, в 13 веке с верховья население спускается вниз, потому что в 12 веке, во второй половине 12 века уже появляются русские поселения. И на Выми это Пожекское городище, совершенно потрясающий памятник, вот первый русский памятник, огромные валы, рвы, от кого они оборонялись? Я не думаю, от местного населения. Там уже начались стычки между новгородцами и Ростово-Суздальца, которые боролись также за эти территории. Так, все, мое время истекло. Спасибо. Еще больше узнать о прошлом Коми народа зачать, все равно все не расскажешь. Знакомьтесь, пожалуйста, с выставкой. Там очень много интересных книг. В частности, и у Светланы Элеоноры. Нет, самый главный моей книги, я считаю. А почему-то нет. Вот есть, я просто Есть, брала по следам смотрите. легендарной чуди. Очень интересные книги. Да. Следующее воскресенье Одна из ждем на встречу с Игорем Бобраковым в 12 часов. Спасибо вам большое. Спасибо вам.